общем, в таком комбинезоне, который сделан из пуха гагашьего, не просто пух, а именно пух гагаший. Например, вот сейчас вот по нашим доллар у нас скачет, по сегодняшним меркам, значит, такой комбинезон стоит уже 80 тысяч рублей по нашим деньгам. Те, кто рожден в СССР, значит, этот ботинок тройной, потому что состоит из 3 слоев. Внутри есть, внутри 2 ботинка есть, вот, съемные, снимается, удобно, чтобы сушить можно было. И, как вы видите, ранты для кошек, да? Ранты для кошек, все приспособлены. Минимум набора. Вот сейчас я пропущу по рядам, вы на вес попробуйте, хорошо? Это минимум. Когда мы были на Макилле, там есть очень сложный перевал, Денали называется, ледовый перевал. Прямо там уклон очень страшный, и когда ветра сдувают снег, он оголяется. И там поэтому еще дополнительно с костылями идут. То есть, ну, это просто вот обыденное приспособление. Снегоступ. В них мы ходили на Маккинли. Маккинли — это вообще очень интересная вершина. Там уже начиная с подножья горы, то есть на подножье горы доставляют маленькие самолетики. Трехместные бывают, ну, максимум где-то 10-12 мест берут пассажиров. И там уже начиная с линиями обозначены маршруты. Так. Если весь километраж сложить, то получается мы 3 раза обогнули землю. Так, ну и вот в 2008 году у нас проект начался с восхождения на Эльбрус. Так, 2 члена нашей команды на Эльбрус сходили, так, и 2 члена мы сходили на Килиманджаро. То есть вот в один сезон охватили 2 горы, получается. Так, вот карты, можно посмотреть. Так, потом в 2009 году была Аргентина, высочайшая вершина Аргентины, гора Аконгагуа. И вообще Аргентина очень интересная страна. Мы даже вот по флагу подметили, что была вершина Маккинли на Аляске. Вот этот вот флаг, где большая медведица, да? Когда было 50 лет Аляски, объявили конкурс на самый лучший флаг Аляски. И победил 13-летний школьник. Это вот его флаг нарисованный. Дальше в 2011 году у нас Австралия была, высочайшая вершина Австралии, пик Костюшка. Об этом восхождении очень много вот. А на Маккинли, вот смотрите, такой игрушечный маленький самолетик нас довез до ледового аэродрома. Всего 3 человека берет. Вообще игрушка. Так, дальше это флаг, вот этот флаг везде. Так. Это флаг Австралии, да, флаг Китая, потому что Тибет у нас является автономным районом Республики Китай, да, государства Китай. Да, это карта Непала, так, ага, здесь вот базовый лагерь Эвереста, вот видите, да? Так, и вообще вот обо всем этом очень подробно об этих маршрутах вот, написано в этой книге. Вообще вышло 2 книги на тунисском языке, по 3 вершины там, да, по 3 материка, 3, 6 получается, да, и кратко, постарались мы очень кратко, очень доступно перевести книгу, прямо они удивляли. Вот эксклюзивные сувенирчики
чисто так, скажем, просто по, как называется, по символической цене. Сейчас 5 минут перерыв, это посмотрите, сейчас музыку поставим, через 5 минут начнем. Чем кончаются войны с нами. Мы очень благодарны, что вы пришли на наше такое простое мероприятие. Первым делом я пригласил сюда, выражаясь по-литературному, героев вот этой книги. Вот этой книги, да, «Пятница чаще вещей» и Тимофей Лихов, да, вот. Я, Ачук Александрович, Яна Лоровна. Но, конечно, мы все друг друга знаем, но все равно подошли еще у нас новые гости, новые друзья. Я вас познакомлю. Самочаков Ачук Александрович, средний бас Республика Тува, член команды Северной мира Тува, по профессии юрист, работает помощником Конституционного суда Республики Тува. Раньше не была фамилия Сурунжат, как вы знаете. В книге она идет в основном, по последней главе идет Сурунжат, потом она поменяла на свою родовую фамилию. Работает в правительстве, начальником отдела, ну, по работе с общественностью. Да. Там очень длинное название, не будем. Средний бас Республика 2. Придумал американский нефтяной магнат Дип Бас в начале 80-х годов. Он не альпинист. Он задался вопросом, а почему лишь альпинисты, подготовленные люди ходят, а почему я не могу? И действительно, он первый зиму взял Мартини, дальше пошло, но человек магнат нефтяной, имел очень много миллионов долларов, и в течение 5 лет он побывал на Северной Америке, Южной Америке, Африке, в Европе, на Восточной Азии, Австралии и Антарктиде. И пошло, люди дальше уже пошли. Вы же знаете, главное в чем-то начать, да? А потом люди потихоньку за ним. Ну, в любом деле так, да? И я не буду распространяться, значит. Ну, что мы увидели? Я просто в 2-3 словах скажу вам. Конечно, альпинизм, вот этот альпинизм называется высотный альпинизм. Выше 6000 метров, это уже идет высотный альпинизм. Ну, пониже там скалолазы, прочее, да, высотный альпинизм. Конечно, самое, значит, здесь очень сложное, вы знаете, земной шар, да? Ага. Потом, вот здесь сейчас мы сидим, где-то атмосферное давление 710 мм ртутного столба, да, там пониже 760. И когда мы поднимаемся выше, уже давление понижается, то есть кислород, содержание кислорода воздуха 25%. Если, например, вот полно откачать, да, воздух поставить 25, но мы побывали на высотах, где содержание кислорода всего лишь 30%, да, 30%. И потому самое основное качество, то есть что должен иметь высотный альпинист, это его приспособленность его организма к высотам, да, к малому содержанию кислорода. То есть наш организм должен перестраиваться на малое содержание кислорода. Но это, конечно, достигается там метод, значит, выше поднимается, ниже опускается, то есть как зубы пилы, да, вот таким вот образом.
конечно, свыше 6000 метров кровь у нас человека сгущается, он уже идет медленно, руки, ноги холодные. Свыше 6000 метров организм человека не восстанавливается. С каждым часом хуже становится. Уже невозможно. Да. Ну, если так, конечно, очень сильные холодные ветра, значит, Акангао, там, на Эльбрусе, перекинули, и на 7 лет вперед, это в 2007 году было, к 2014 году, посмотрели, к 2014 году, значит, столетие объединения России, Тулы, столетие города Казани на 70-летие, вхождение в состав СССР, потом Олимпийские игры в Сочи, значит, ну, просто как бы это цель начала, да. Ну, вот это, да, прошло, даже ушло, значит. И где мы оказались, что мы добились? Мы добились, значит, 5 высочайших истребителей Северной Америкой, Маккини, Южной. Не то, что мы там слабые, еще нет, это не зависело. А главное, эти восхождения требуют очень много денег. Мы миллионы рублей, приблизительно я прикинул, где-то 5 миллионов рублей, вот, 5 материков, значит, затратили эти деньги, значит. Ну, наши там, а главное, эти деньги ваши. Вы же нас спонсировали, так, народ, вы спонсировали, народ республики, потом, ну, генеральные спонсоры, Сергей Юрьевич Шойгу, Василий Юрьевич Урбан, с Монголии, ну, с разных регионов России, значит. Любая экспедиция всегда спонсируется. Это тормозились. Но это даже логично. Вот книга про 5 материков, да. А если мы это отдельные книги написаны были, ну пока 5. Что мы увидели во время этих путешествий? Вот здесь начертан наш маршрут. Я посчитал, мы пролетели, проскакали, проездили, проплавали 185 тысяч километров по земному шару. Туда и обратно сказали. 185 тысяч, да? Это сколько раз? По пути экватора, да, экватор 40 тысяч километров. Поднялись, общая высота вершин 61 600 метров, 61 километр, да, общая высота здесь. Мы увидели весь мир. Нету понятия раньше, я так понял. Раньше, мы обычно нас научили так. Что раньше это плохо, да? Там на лошадях ездить, юбка там, меховые, там эти шубы таскать, толкан есть, да? Это же раньше, зачем нам раньше? Раньше там молились там этим пурханом, там шаман был, да? Раньше. Зачем нам раньше? Мы же вперед. Космос, коммунизм идем, понимаете. А фактически нет, казалось, что, хотя взять вот Аргентину, да, там, что раньше было, да, на лошадях груз таскать, да, у них легче, чем тувинцы, значит, применяют лошадь, да, на седлах грузовых. Я с 60-х годов ни разу не видел в Туве грузовое седло даже. Мы ведь все на машинах, на прочее. Ну, тем более в Тибете, в Непале там, тибетцы, например, как сотни лет жили, этими же своими привычками, традициями, все точно так же живут. То есть во всем мире, что человек выработал, что он имел, например, груз вот эти в Африке таскают, да, на грузы таскают носильщики или эвересты везде, то есть на своей спине таскают. А мы бы, если кто-нибудь мешок таскал бы, например, я бы по улице, да, люди вообще удивились. Понимаете как? Все у них, и то время, и сейчас время, все она идет вместе. Вот это я помню. Так, ну, начнем, давайте, сильно распространяться не будем. Начнем мы с чего? Начнем мы, сейчас пригласим Амуса Чухаюган. Негры и арабы говорят.
ой, как жарко, ой, как душно в этих джунглях и Сахаре. Вот увидцы вместе дружно оседлали Килиманджаро. И надай шкамна зигорам Африка, твои важен текет с Килиманджаро. Там слониха с носорогом прохлаждаются на пару. Обезьяна же с приветом жмет нам руку, ждет подарок. Ой, как жарко, ой, как душно в этих джунглях и в Сахаре. Но тувинцы вместе дружно оседлали Килиманджаро. И надай шкамна зигора на Африка, твои важен текет с Килиманджаро. Ой, как жарко, ой, как душно в этих джунглях и в Сахаре. Но тувинцы вместе дружно оседлали Килиманджаро. И надай шкамна зигора на Африка, твои важен текет с Килиманджаро. Спасибо. Самодеятельные, так скажем, горовосходители сходили на пик Ленина 7104 метра высотой. И вот писатель, альпинист Мадров, Партштадт школы, написал книгу «Загадочный Памир». И что интересно, вот эта книга, она на турецком языке не вышла. Она первый раз вышла на русском языке. И вот мы озадачились тогда, надо вот все эти наши эмоции, все эти, так скажем, нашу благодарность спонсору, нашему народу, который горячо поддержал нас. Спасибо большое. Разрешите, пожалуйста, познакомить, это мои земляки. Они пришли поддержать меня, поздравить меня, порадоваться за нашу команду. Так, вот Чайкома Николаевна, так, прямо они приехали с Шаганара, с Лукена, Домгак, она председатель общественного совета Лукенского культурного, а это вот Николай Шазарович Сарыглар, он тоже наш Лукенский, Шаганарский, это мои земляки. Спасибо вам большое. Я, короче, забыл. А Муса Абачич песню спел, да? В вашей книге страница 14. То есть, если мы здесь исполняем какой-то художественный номер, это все есть в книге. В этой книге, видите, как синтез альпинизма и культуры, да? Про горы. Горы — это наша больная тема. Вот, очень много людей говорят, вот, почему, что вами движет. Ну, вот, ответ на этот вопрос более подходящий вопрос я услышал буквально дня 4 назад, когда мы с Партштадтом с Абакана ехали. С нами ехал пассажир, это мой друг Рома. Я думал, Партштадт будет говорить, вот, нами движет там интерес и так далее. Ну, у каждого своя причина же, да, по-разному объясняют. Но он дал такой универсальный ответ, я даже не ожидал. Он говорит, понимаешь, Рома, говорит, есть одна причина, говорит. Люди, которые идут в горы, они рождены такими. Они не знают. Каждый свою причину находит, да, но раз они в горы идут, у них генетика, определенное воспитание, да, потом место, где родился и так далее, это, то есть все формирует. Ну, я вот, честно говоря, молча согласился с этим. Вот до сих пор обдумал. Действительно, надо родиться таким. Ну, мало того, родиться. Первый раз в горы меня повел отец. Это во 2 классе.
первая вершина моя была Шаганарская гора Хайракан во втором классе. Ну, с тех пор, наверное, отец пожалел. Он каждый год уже переживает за меня уже 40 лет. Он говорит, почему ты еще до сих пор это лазишь, как не бросишь это дело. Потом второй человек, который меня также сподвиг, это мой первый учитель тоже по верхолазанию и туризму, это Евгений Кончук. Это я ему очень благодарен. Как раз его супруга, вот, Алла Кончук здесь сидит. То есть с туризмом я так сильно особо-то не столкнулся. Ну, это было в школе, да, в советские времена мы все, да, ходили. Но когда я в студенческие времена вот, встретился с Мергеном, он мне сразу в горы повел. Он меня по перевалу не водил, ничего. Я первый раз столкнулся с моей вершиной. Это вершина, которую мы впоследствии назвали гора Саглай. Такая-то рядом с этим, с Манкуликом стоит гора, вот эта идея. Ну, с тех пор вот, это моя история, как я в горы пришел. Дальше мы с Мергеном совершали очень интересные восхождения, можно сказать, даже авантюрные. И вот один раз в горах мы встретились с нашими друзьями. Это вот Штаныч и Мариана. И наши интересы совпали. То есть диагноз у нас был один. Тоже и вот как раз теперь с тех пор мы все вместе приходим. Так, проект родился вот от Штаныча. Все вершины предложил, мы охотно это все восприняли. И вот с Памира, да, с пика Ленина, это первая высотная гора наша. Вот мы уже взялись, решили без всяких гидов в то время. Это, честно говоря, я сейчас смотрю, это было очень опасное путешествие. И я это, опять же, по своей молодости начал анализировать после восхождения. Когда идешь, об этом и не думаешь. Хотя, конечно, там маршрут продумаешь, все мелочи. Когда культуру народа изучаешь, экономику, животный мир, каждый камень, каждый перевал, вот эти, всей этой местности. Ну вот потом все-таки пришел к выводу, что без высотного как бы, опыта мы рисковали, но тем не менее вот это как бы, небеса, как раньше туристы к кому обращались, к Тенгри, да? Это как раз те места, где тоже раньше тенгрянство обращались. То есть мы благополучно зашли на гору и дальше наши аппетиты возросли, да? Вот, таких ходим. Ну, характер очень разный в нашей команде. Видели, что и возраст разный, да? Вот Паштан самый старший, Марианна. Между нами троими ровно по 14 лет разница. Видите как? Вот, я вот даже, вот, да, действительно, такие совпадения. У Паштаныча, прадед Марианны, и мои предки, оказывается, все они были шаламами. Они учились в Тибете раньше. Бедных. Да. И все это как-то совпало, и именно в этой нашей современности, в этом временном промежутке, это мы как-то встретились и на одном интересе, вот на альпинизме сошлись. Ну, благополучно так ходим. Ну, еще что сказать. Вот как раз про возраст, да, я сказал. 14 лет разница у каждого. Ну, потом что? Ходим мы в горы как эгоистов в команде. У нас как бы мы не признаем, у нас их нет, потому что молодой поддерживает темп старшего, да? Старший старается, чтобы тоже молодому скучно не было, тоже старается быстрее идти. Вот так, и вот, что интересно, очень такое удачное сочетание. Раньше я думал, что как бы, у нас команда такая, как бы, по сути, я со временем подумал, что
опыт, молодость, сила, потом зрелый взгляд на все. Это удачное сочетание. И вот мы четвером как бы сформировали такую команду. Просто без репетиции экспромтом. Видите, оказывается, мелодия нашлась. Про этот танец вы прочтете между строк, страниц 175, глава называется «Невидимые трагедии на вереске». Между строк прочтете. Это опять продолжение синтеза. Я просто их не знала раньше. Вот они ходили по горам, ну, не знала, честное слово. И вот когда географическое общество стало у нас работать, и появляется вот Партистанович, да, и ну, начинает спрашивать про общество, и что это такое, как они вот могут приложить свои усилия для развития общества в Туве и так далее. И вот тогда я с ними познакомилась, и такие интересные люди впервые, и горячо-горячо стала поддерживать их, не то что пропагандировать, а рассказывать всем, что помочь вот на различных их походах. И вот таким образом они стали членами Русского географического общества, которое вот у нас создано вновь 2001 года. А раньше у нас это общество в 1975 году было организовано кандидатом покойным, да, кандидатом географических наук Шактажиком Калгашиком Андаром Калгашиком, ой, господи, Шактажиком Калгашиком Андаровичем. Вот. И, ну, да, видимо, такой активной у нас деятельности не было, но так редко он кого-то особо не принимал общество. Я просто напросилась где-то в начале 80-х годов, есть такое общество, и он мне говорит, надо очень много сделать, чтобы быть членом этого общества. Но я в ужасе думаю, что же я могу сделать? Я говорю, ну вот разные работы, экспедиционные, научные, но они же тоже успех. Ну ладно, вот за Псановскую котловину, за работу в Псановской котловине, так и быть, тебя примем. Ни билета, ничего не дал, так я стала членом, и, ну, в общем, очень мало было людей географического общества. Лебедев Владимир Ильич,
Кальносы речку жигет, вот он сам, и больше особо не знаю, наверное, какие-то геологи были членами, вот документов даже не осталось. И вот с 2001 года мы приняли членами Мариану Каргасовну и Мадрола Партиштановича, Мачука нашего, это бывший наш студент, где он сидит, да, он студент-географ, он сейчас юрист, он, в общем-то, географ. Вот, таким образом, мы их поддержали, приняли общество, и таким образом они славили географическое общество на всех вершинах. Они Килиманджаро, на Памире поднимали флаг географического общества, и потом они встречались, фотография есть с президентом Морского географического общества нашего, нашим героем России. И они славили на всех вершинах и пишут о нас. И поэтому эти люди такие героические, от всей души. Да, еще один они вспоминали сейчас Мергена учитель. Колгошлар шашатын ядыр çoğalap dur ben. Gelir benzemden bir gün başkan salır ben. O sizlerin adı ötünse değiştin kayıp duran o. Мадол Батшанчик говорит, я российский пенсионер. Какой же он пенсионер? Писателю то последнего дыхания пенсионером не должен быть. Он в доходе есть. Я его знаю 55 лет. После школы я пришел работать судебным исполнителем Сугаксы. Вот Олгар Партан. Потом мне негде было квартирантом устроиться. Я у них жил некоторое время. Но он так в младших классах вижу, считает Джека Лондона. Потом спрашиваю. Он говорит, смотрит на вершины Кызылдайги, там Кызылдайга. И удивительно, это человек вот с младших, средних классов, он человек жил с будущим временем. Но в основном я буду говорить о литературных делах. Как объявил Путин этот вот литературным, это его дело очень хорошо связано с литературой. Вот 55 лет, как его знаю, он сдержал свое слово, что он мечтал на Кызылдайгу, он это довел до самых высочайших вершин мира. Я очень радуюсь, что человек, который начал читать Мартина Деня, северные рассказы Джека Лондона, сам стал тувинским Хемингуэем, в какой-то степени Джеком Лондоном. Это здорово. Я вот написал рецензию на его повесть «Самдар Гожай». Он печатал в журнале «Сибирские огни» несколько раз. Наш современник, дружба народов. В Москве его очень хорошо знают. Тирязев и другие писатели. Вот, наверное, это хорошо, что молодой барин Марчук из соседних Абхазии, но хотя он тувинец. Я думаю, что в скором будущем, но отдайся
так не ходят. И понятий нету. И не знаю, как в Монголии. Но вот в наших соседних регионах, когда человек, писатель, прославил Туву, это мы отсталые люди, вот, не понимаем его, плохо понимаем его, что этот человек действительно живет как Сандар Кожей в будущем времени. Я статью назвал «Чаван, который предвидел будущее». Но простой чаван, видите, вот 60-70 годах прошлого века, что этот строй, советский строй, долго существовать не будет. Это удивительно. Но он нарочно сделал его где-то карикатурным. Он действительно внутри себя высмеивал то общество, тот строй, что вот просто вот заставляет людей, это почти весь до 1000, его никто не заставляет, наоборот, туда взят, должен держать 25 холоп мелкого рогатого скота, 2 коня не больше, 2 коровы и так далее. Это удивительно. Вот человек, читающий Дженка Лондона, он с малых лет противоборствовал этому обществу. Так он достиг своего желания, практически достиг. Не пенсионер, хотя он не будет вот на вершине идти, да? Но он же создает книги. За этой книгой пойдет молодежь. Действительно, когда вот сейчас вот лицей военный открыли, сейчас сами собой будут следовать за ним. Но это хорошо, что вот человек, который летит по высочайшим горам, вот это Марианна Суринчак, что каждый раз она тоже вот на одном месте не сидит, духовно растет. Она государственный чиновник нынче, но она как в духе летящий человек. Это здорово. Вот Мащук, тем был Вашингтон, а вы он был в университете. Я. О, Чанасхан емес кишей бо. Жаңаштың менен көй жөдә жуанас пен жүгөдө эрге деткири жола. Мындык ишне деткири жола тоңан. Жаңаштың Челес мында шору улустар бардыр, Хармактыкта улустар бардыр. Шиш халыр болду күдүрдө чыны коюп. Улукемнен мазам желе вот эткимче ора жерлерден кээп турар мугаран жеркидир суу астында сүткөлгө өзүмүн тускай айжыл жордорунда эч мошутмай бир вейже тиргештин артисттерден де ол эвлелде алгаш чугда шапо биздин эзибизди биздин эрбижибизди тетип көрмөр деп сен желе калыры жугда деп сени болсо коргон жок алик же бодо болуп экен. Он поэт, прозаик, переводчик, драматург. Сценах везде. Перед этим выступлением, перед спортивным и культурным, человек всегда собирает свои силы, да, сосредотачивается, то есть у себя внутри создает гармонию, да. Вот точно так же мы, альпинисты, еще делаем. Например, приезжаем на базовый лагерь. Базовый лагерь — это то место, куда нас доставляют в автомашинах, на лошадях, мулах. Да? Там администрация есть, там и врачи есть.
А дальше, то есть это туризм. Туризм кончается. Дальше идет чисто альпинизм. Мы идем чисто мы сами. Между прочим, мы по вершинам гор ходим всегда без переводчиков, без гидов-проводников. Вот. Из московского клуба только мы ходим, значит, сами настраивать. Потому что мы идем на неделю, может быть, на полмесяца, два месяца, если говорить, да. Любой другой вид спорта, там, единоборство, там, 5 минут, 10 минут, да, там. Волейбол поиграли, там, футбол попинали, отдохнули, да, там, 90 минут. А у нас отдыха нет. Все уже. Без отдыха уже неделями или месяц идем, значит. Вершину. То есть выполняем самую эту черновую свою работу. У меня свой метод концентрации внутренней силы, внутреннего вот это состояние, значит, создания гармоники. Я сейчас вам покажу свой метод. Вот я всегда с собой беру хомус. Всегда. Сюда ближе встану. Mikrofon. Oğlum bir sürü vardı şeyden mi var? Üstüden üstüne voltanın harmanından. Ancak aşağıda kırılmadığım bir yeri görmüyor ya. Видите, мою мелодию, у меня нету слушателей, нету зрителей. Мою мелодию слушают белые снега, да синие ледники, круче, вершины. И как раз в это время я концентрирую свою внутреннюю энергию, свою думу. Приблизительно таким образом. Мы являемся хозяевами этого красивого, известного здания вот, в России. Вот это хочу сказать Лаитой Хароловной. И я хочу сказать, вот сегодня присутствует доктор географических наук. Мы тоже являемся детьми, хотя у нас возраст биологический небольшой, но она нас воспитала человеком. По ее умному, ну вот человеческому руководству вот таких географов, геологов у нас очень много. Мы начали, вот, но в первую очередь я хочу сказать, удивительно смелые, красивые вы люди. И еще такие талантливые. Как вы танцуете, как вы на хомусе поете. Вот когда я читала эту книгу на туринском языке, Марчук, он как-то вот в таком очень трудном положении оказался. И ему подсказал дорогу Марчук Мерген. В Марьяно, и они как-то разошлись. Мне вот так было вот страшно, как будто я сама бегала. И до конца я вот допоздна читала эту книгу. Нас связывает давняя дружба.
представление, потому что Лариса Хароловна тоже является альпинистской туристом. На вершине вы, наверное, не один раз поднимались. Вот Айляна сидит, Чельдеш, ну вот эти все девчонками, сотрудниками заповедника Упсанусской котловины мы дружим давно. Вот я давно хотела посмотреть Марчук, кто такой. Я думала, даже фамилия, вот оказывается совсем молодой, очень красивый, смелый человек. Хотела спросить, у вас сын есть? Два мальчика. Вот. Они тоже обязательно станут такими людьми смелыми. Еще вот жалко, что вот видите, как мало народу, молодежи совсем нет. Те, которые сидят вот тут, мы все прошли. Я хотя не альпинистка, но я любила ходить, бегать. Коньки даже, вот Светлана Шуриновна, я помню, она молодость, у нее такие длинные косы были, косы. Вот с тех пор я ее вспомнила. Ну вот жизнь такая, вот такие интересные люди живут с нами. Вот почему колледж? Где вот строительные, где автодорожные, где старшеклассники. Вот у Матрол Ховалы книга есть «Чудруктың жажыты». Вот эта книга как раз же вот председатель правительства, сейчас все поднимаем авторитет отцов. Вот это такая нужная книга. Вот мальчишка, вы прочитали эту книгу, там вот такие строки есть. Вот наш, ну это родной брат моего супруга, там Томбак Фарис, эти тренировки проводит. Там один мальчик про себя думает, на свете такого, сюда кинчектейда, муки нет, мучений нет, мучений нет в мире. Как нам это проводит тренировки Борис Матрович? Вот смотрите, вот заложено в голову молодому человеку, что это не так просто остается. И потом смотрите, какие мастера вышли. И мирового значения. Ну, я хочу сказать, очень благодарна вам. Мы там, Старый Гор, дружим. Потом они, вот туристы, вот Марчук, Кончук, Мерген, переводили к нам иностранных туристов. Иностранных. Благодаря им. Кончук, по-моему, свободно говорил на английском. Потом очень такие смешные, вот читаешь, вот трудные моменты, вот, читаешь про Матрол Ховалы. Он такой, вот эти, среди лагеря, там же люди разные, из Германии, разных стран. Он, оказывается, сколько слов, знаете, там 3 или 4. Где моя Мария? Он всегда переводчик брал. Вот это тоже, ну это очень поучительная книга для молодежи особенно. Ну что нам-то? Нам бы свое передать молодым. Кончук Мергена я очень, вот он запомнился музеем. Он в музей хоть когда придет, потому что мы познакомились давно в том старом музее. Поэтому я хочу вот наш отдел, сотрудники отдела, мы совместно выпустили книгу по Ютус Джугдали. Я поняла, вот эта книга на финском языке. Кто изучает окружающий мир, это очень хорошее пособие. Вот, большое спасибо вам. Больших успехов. Ну, со своей стороны, значит, библиотека здесь есть? Нету, так? Не возьмем. Давайте вашей библиотеки. Ребята тоже поможет. Да, пожалуйста, начальник микрофон. Ну, это микрофон не надо, я лучше. Да. Здравствуйте. Так,
Перед вами сейчас вышла, значит, Лидия Галиевна, член Союза писателей России, поэт, переводчик. Пожалуйста, Лидия. Спасибо. Ну, как Мадрова Паштанец сказал, я простой российский гражданин. Я тоже тоже хочу сказать, как российская простая женщина, пенсионерка. Но видите, я как чабанга простая, потому что родом из Новой. Ну, я повторить не буду, потому что вот все рассказали, все видно. Мадрова Паштанец такой, вот среди наших писателей, я бы сказала, что он, я всегда говорю, что вот Мадрова Паштанец, тунисский Хемингуэй, ну, как этот человек Лондон, если человек Лондон находится на подножии этих горах, а Паштанец уже на вершине был. Вот. А наши, вот среди наших русских писателей он единственный альпинист, такой смелый, такой одаренный, такой, как сказать, человек с большой буквой. Его, вот те произведения, которые написаны на русском языке, даже вот то, что Карагас, Шутровна даже отметила, ну, кажется, про спортсменов. Вот я бы хотела отметить, что он уже давно, вот последние годы, уже себя показал как народным писателем. Почему мы не можем его назвать народным писателем? Ну, вот я не вижу представителей Союза финских писателей. Я бы сказала, что вот человека надо, мы говорим, что надо поддержать надо, а вот человека надо присвоить такое звание народным писателем. Поэтому я тоже вас поздравляю. Вот нынче это год назвали годом литературы. В преддверии у нас Шага. У меня очень такое хорошее настроение. Я всех вас желаю, чтобы вы все были такие красивые, здоровые, встречали Шага. И вам тоже, что таким же настроением надо подниматься еще выше. Вот у меня в руках книга сборник на турецком языке, ну, еще не вышла, фотографии печатается «Сигнальный земляр благодаря любви». Вот пока у меня одна книжка Мадрова Паштанец, пожалуйста, примите, пожалуйста. Это тоже новая книга. Спасибо. Желаю еще раз вам удачи. Как это Бардштанец начал, какой он человек, я тоже скажу. А я простой советский бюрократ. Сидел себе всю жизнь, работал. Вдруг они тут появляются. Оказывается, я в заповеднике работаю. Приезжает Мангандайга заповедник, а по закону я должен их сопроводить. Ну, сели в машину, подъехали к Мангандайге. Евген Манчук, ну, давай вот до туда дойдешь, ну, пошли. До Морена дойдешь, ну, пошли. Ну, до ледника пойдешь, пошли. Вот у тебя осталось, вот буревестник поднять, слабо, что ли, ну, пошли. И пошел, и дошел, ничего себе, оказывается, можно все, если захотите, не сможешь. Каждый человек должен построить дом, родить сына, посадить дерево, да? Я посадил больше 100 тысяч деревьев, могу поделиться. И самое главное, итоги своей жизни каждый человек должен положить на бумагу. Весь свой опыт, все свои знания положить на бумагу, это, я думаю, самое правильное. Человек должен написать книгу. У меня, слава Богу, 3, 4 или 5 книг, которые Бардштанец написал. Я очень рад и горд, что я знаком с такими людьми, что я хожу с ними в горы,
удачи, всего самого хорошего. Говорят, тут еще какие-то деньги вложат, а куда вложат? Так, пожалуйста. Уважаемые гости, я поздравляю вас с выходом этой книги на русском языке. Именно ее многие ждали. Дело в том, что вот, были книги на тувинском языке, и когда мои дети просто вот своим друзьям, они не в Кызыле, они в Москве, хотели поделиться тоже. Вот у нас есть такая команда в Туве, вот мой папа был там тоже, начинал это дело. И они все, ну вот, «Загадочный Памир» они дочитали до дыр. Сейчас, но у них еще есть книги, и вот этот перевод, они вот, друзья, коллеги, они просили, вот если будет перевод, дайте нам тоже почитать. Спасибо вам, Марьяна Козловна. Ну и я вот согласна с Мачуком, что это болезнь, врожденная болезнь. Вот мой супруг говорил, что он первый раз пошел на гору лет 7 или 8, вот на дуге, но, к сожалению, чуть-чуть не дошел. И это было зимой. Ну и сейчас вот я просто смотрю и радуюсь за вас, что такое вот хорошее снаряжение сейчас появилось, да, и легкое. Но, вот я помню, когда вот вы собирались первые годы в Мингитайгу, там многое было самодельное, ночами не давал спать, чтобы я там что-то зашивала, доделывала, рюкзаки были, сами шили. Тогда, я думаю, что вот, от нашей семьи вот, на переиздание этой книги тоже будет, внесем свою. О, я сейчас вам прочту одно стихотворение. Страница 142. Слова называются «Лагерь Эйби» и «Старушенти Рябосминки». Ну, я не в концертном зале, понимаете. Так-то я наизусть знаю, но все равно я так прочту, чтобы не ошибиться. Никогда ни о чем не жалейте вдогонку. Если все, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого груз своих скомков. С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, а надежда, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, если даже за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы. Вот такой стих, который веет, понимаете, философии буддизма, написал ее христианин, поэт Андрей Дементьев. Так что никогда не жалейте, про что прошло или то. То есть мы, альпинисты, высотники, не зная вот эти учения буддизма, прочее, сами как раз приобрели во время наслаждений вот такую, значит, линию души. То есть, если будете что-то жалеть, там бесполезно для вас станет потом где-то тупик. Я так полагаю. Пожалуйста, кто еще? Пожалуйста. Уважаемые гости, действительно, стихотворение такое, да, просто вот навеяло на мысли, на воспоминания. Дело в том, что действительно каждый человек в этой жизни имеет свой индивидуальный, ни с кем не сравнимый талант
талант души, наверное, да? Просто кто-то открывает себе этот талант, дает ему развитие, а кто-то так и до пожилых лет просто по каким-то, может, причинам, обстоятельствам даже не сможет развить это. Но дело не в этом. Просто я хочу вам пожелать, чтобы вы разделили с нами нашу радость, наше счастье. Именно вот это горы, наша стихия, это образ жизни, образ мышления. Даже это хроническая болезнь, я чуть подметила, да? Поэтому просто знаете, вот век живи, век учись. Я в прошлом году, к сожалению, была свидетельницей страшнейшей трагедии на Эвересте. Вот чего даже врагу своему не пожелаешь. Сердце просто разрывалось на части. В силу того, что, может, наш лагерь, базовый лагерь, располагался прямо у подножия ледника Хумбу. Этот ледник в мире, значит, самый непредсказуемый ледопад, да? Там ежегодно случается трагедия. Но таких масштабов, таких вот невиданных прямо жертв, человеческих жертв там не было доселе. 25 человек попали под ледовую лавину, под ледопад. 19 из них погибло. И прямо вот на наших глазах, вот я стою, а ледопад начинается прямо вот дверь библиотеки. Вот оттуда начинается ледопад. И на наших глазах вывозили этих бедных шефов, молодых парней. Им всего по 30 было. Некоторым даже, может, и 20 не было. На вертолете их увозили в Катманду, их тела. Мы всем лагерем плакали. Но дело в том, что видите ли, те моменты в этом лагере в нашей команде, международной альпинистской команде, было 13 альпинистов из 13 разных стран. Ни одна страна не повторялась. И была с нами вместе японка, девушка-японка. Звали ее Сузуки. Очень романтичное имя. Но постоянно потрунивали над ней, что это ты машина, ты там такой марки, иномарки, сгоняй туда-сюда. Да. И вот просто я, знаете, была поражена. Дело в том, что действительно вот надо учиться у таких людей жить. Она всегда, что бы ни случалось, хоть как бы над ней там не подшучивали, там трагедия, там еще что-то, но она всегда была в гармонии с собой. Всегда прямо вот не нарисованная, вот, ну, сразу видно, вот, просто у нее душа такая светлая, улыбка прямо лучезарная. И что интересно было, вот я у нее вот это что прямо хочу перенять. Когда мы идем в горы, мы, значит, берем вот самое необходимое. А как-то вечером мы сидим в кают-компании, и вдруг заходит Сузуки. Ну это не скажешь, что это 5200, кислорода не хватает, что ты задыхаешься чуть убыстряешь, когда темп, задыхаешься. Она пришла прямо как гуляла по улицам Токио. Это тоже какая страница есть там в книге? Тоже я скажу, это страница в книге, где вот невиданная трагедия на Эвересте. Пришла с дамской, такой прямо, знаете, вот за душу берет, с такой сумкой на плече, как ни в чем не бывало, зашла, все, сумку раскрыла, все там, все эти женские штучки достала. И знаете, прям так легко стало дышать. И прямо таким домашним уютом повеяло. И тут же, ну она иконочка, конечно, прямо по последнему крику моды, там чего только не было. И там планшеты, не планшеты, там о телефоне я не говорю, спутниковый телефон, чего там не было. Так села прямо, мы сидим там все грустим, не знаем завтра, что будет. Она там взяла планшет, всех нас показала, ручкой помахала. Там, ну, знаете, вот просто жизнь продолжается. Поэтому действительно, да, и вот я для себя переняла. Как бы трудно ни было, что бы ни происходило, у нас жизнь такая, на работе что бы ни происходило, это все суета-сует.
Поэтому просто надо быть в гармонии с собой. Поэтому спасибо большое вам. Скажите, что Преподаватель ТОВГУ, кандидат технического, уже физику я прекрасно знаю. Спасибо. Добрый вечер, дорогие гости и дорогие, вот, я не знаю, герои этой книги. Большое вам спасибо, это большой подарок для всех нас. Это первое. Во-вторых, что я хочу, пока я не забыла, да, вот я сижу и думаю, почему мы, это только начало ваших встреч с народом, я считаю. Потому что я сижу и думаю, надо бы через Ольгу Матвеевну договориться, потому что у нас на факультете уже запланирована эта встреча, запланирована. Поэтому студенты потом придут, а организовать бы нам через Ольгу Матвеевну, я поговорю, я не знаю, чтобы организовали в таком большом масштабе, да, в нашем актовом зале, чтобы те же, кто сегодня пришли, тоже обязательно, чтобы все пришли. Потом нам бы сделать еще выставку даже еще побольше, наверное. Знаете, вот сегодня говорили про ваши книги, чтобы и эти книги были, чтобы люди посмотрели, да, тем вы дышите, не только просто альпинист, некоторые думают, понимаете, ну, альпинисты, что там альпинисты, ничего подобного. Это надо каждому понять, да. Вот поэтому большое спасибо за это. Третье, что хочу сказать, хочу похвастаться тем, что я такая счастливая, потому что родилась в том же месте, где мой брат, земляк, Магрум. Хорумдасский мы. Да. Да. И вот Тергоцев, кстати, тоже, он тоже родился в Хорумдаге, поэтому хорумдасские такие. Ну и третье, действительно, наверное, вот обязательно это надо делать. Причем, наверное, не надо откладывать, да, в долгий ящик, посмотреть ваше время и организовать такую большую встречу. И, естественно, я тоже вношу свою лепту в то, чтобы 500, это я тоже сразу обратила внимание. 500 экземпляров, это же очень мало. Надо 5000 сделать хотя бы. Я тоже ношу, и я вам лично принесу свою. Спасибо большое. И тут, знаете, у нас, смотрю, и артисты есть, да, композиторы, поэты, вот такой красивый такой вечер, да. И тут сидит моя знакомая, тоже кандидат биологических наук, Лаида. Лаидочка. Я всегда говорю Лаидочка. Она так красиво поет про горы. Я хочу, чтобы она спела хотя бы один куплет. Лаида, я тоже пою, но она лучше меня поет. Поэтому, Лаида, пожалуйста. Марьяна Козловна прекрасно поет. Не-не-не. Марьяна Козловна танцевала. Можно пока не готовиться? Я рад, что именно ваша книга является нашей, ну, я думаю, я без микрофона скажу. Ваша книга на тувинском языке является одной из первых книг, которые появились в нашей небольшой библиотеке пока еще. Да, и то, что книги на русском языке тоже появятся в ближайшее время снова у нас. И я надеюсь, что мы договоримся, наверное, о встрече у нас в Казанском президентском вместе с нашими газетами, чтобы показать ребятам, что альпинизм и география, жизнь географа — это действительно не просто профессия, да, а именно образ жизни географа. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы есть, за то, что вы написали эту книгу, и мы будем очень рады с вами сотрудничать. Спасибо. Спасибо большое. Да. Ну хорошо. Я заберу. А вот
Давайте. Видите, как? В общем, уважаемые гости, дело в том, что мы, когда вот в ноябре хотели, инфляция началась, поэтому хотели успеть по прошлогодним ценам книгу сдать в издательство «Авакан». И поэтому призыв был в школы у нас в первую очередь, чтобы они библиотекам своим задаток нам дали деньги, то есть, да, спонсировали, а мы потом им этими книгами и вернули. Но и получилось так, что перед Новым годом дело было, поэтому, наверное, все в суетном состоянии были, но самыми первыми откликнулись вот президентско-кадетское училище именно в лице Дениса Александровича. Ваши терпения, да, они нам, Спасибо. да, подпишем, да, конечно. Спасибо вам большое. Да. Спасибо. Ну и потом еще хочу добавить, две школы с Тоджинского Кожуна отправили нам деньги, мы им тоже оказией туда отправим. И дальше... Овюрская школа, Тустах. Видите, вообще это вот отдаленные Кужуны, они поддержали нас. Уважаемые родственники, действительно, эту книгу мы сейчас в первую очередь отправим Сергею Юрьевичу Шойгу. Как вы знаете, ему скоро 60 лет, а в альпинизме 60 лет называют алмазным юбилеем. Алмазный юбилей. Ну, конечно, эта книга пойдет нашим друзьям в Южной Америке, в Северной Америке, в Африку, Тибет, Непал, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Москву и в другие города нашей России. Пожалуйста, слово Валерий Сарволович. Я амам тавалап пенгаджа. Я ховал. Джекерге такая приятная обстановка, такие знаменитые люди. Тут сидят и наши знаменитости, которые прославили Тувы, покорив 5 вершин. И наконец-то они издали свою книгу. Я думаю, это не последняя книга. Кто-то тут все говорили, что это начало только встреч. Вот такие встречи будут окрылять молодежь. Как когда-то, когда я работал в телевидении, как в 90-х, что ли, году, первые альпинистские уроки мне вот Мандро Партыштанович давал. Мы с ним сходили на связке на вершину Акаюк, на границе Байдайги с Мангундайгой. И Мангундайгу, сколько мы, 2 раза, да, ходили? По-моему. И там я впервые примерил кошку альпинистскую, и ходили на привязи, и учился, как страховать. Я видел это, я все снимал на кинофильм, тогда видео не было. Как будильник такой, аппарат был, киноаппарат, я на эти вещи снимал. Потом мы монтировали, первый фильм показывали по телевидению. Так, вот такое дело было. Теперь я работаю начальником поисково-спасательной службы агентства GoChess. И вот этот опыт, не МЧС, а агентство GoChess, поисково-спасательная служба, региональная организация. МЧСовцы, они федеральщики. И вот в этой работе мне вот эта школа Партыштановича очень помогает. Допустим, очень много, допустим, в этой книге мы сейчас можем взять очень много. Там, наверное, написана техника хождения по горам, как альпинист рассчитывает свои силы. Там же все зависит. Альпинист, если скорость свою считает, это зависит от погоды. Допустим, до дождя, до снега, до бури, дойти до того, там, привала, укрыться где-то, вот так вот. А для спасателя, если спасатель определил, человек примерно в каком районе находится в горах, для него скорость очень важная получается. Поэтому у нас вот такие молодые ребята работают. Вот, допустим, у нас Эдуард Мангуш сидит там. Это лучший наш горник, который ходит по дороге прямо как по тротуару. Быстро, и дыхание хорошее, ребята, спортсмены. У нас такая идея, вот, вас пригласить к нам в свою базу и с ребятами пообщаться, чисто по технике, по снаряжению, то, что нас интересует, чтобы
обмен опытом, чтобы было. И действительно, вот у каждого есть свой способ настраиваться перед работой. Вот как вы сказали, это черная работа, да. В тайге ходить, особенно в таком снегу. Вот сейчас у нас работа, мы ищем вертолет, каждую неделю куда-то выезжаем, по снимкам объясняем. Ребята ходят по тайге прямо по такому снегу. И все равно большие квадраты обследуем. Отчеты делаем, все ходим. Ну, вот такое дело. И очень отрадно, что наши альпинисты-тувинцы покорили 5 высочайших вершин мира. Живые, невредимые и в форме. Я им пожелаю, что это не их, чтобы это уважаемому нашему писателю Чердугову Кулару. Также я скажу, что у нас зарплата пока еще не выдали. Как только зарплата будет, мы вложимся. То же самое. Я с Валерием знаком еще перед тем, понимаете, знакомства с моими членами команды. В 1991 году, когда мы пошли на Агоюк, я специально приехал в телевидение, он тогда работал в телевидении, режиссером, оператором. И мы, Бельган Гончук, тогда мы познакомились первый раз-то. Бельган Гончук, значит, и Валерий, он снимал, он человек подготовленный, понимаете, у него тоже своя подготовка есть. Но Валерий Сарович, знаете что? Ну, я всегда везде говорю, первым делом, что идти в гору, надо много читать. Пусть ваши сами подчиненные, пожалуйста, покупайте. То есть, первым мне надо самое прокрутить в своей голове, то есть весь опыт сперва в голову, а потом уже мышцы, значит, да, швайценеггеровские. Только так. Да? Спасибо. Да. Сандып, преподаватель, очень известный преподаватель туризма в школах, Сандып. Что лайк? Да. Менде күшті болды, қолдар очетер, болмаса бұлдар бар деп өйтіп, чугдар да серік сөйледі. Бұл ұлықту өте жама қымба, маймадыр деп таңды болса, тұрған дамы болса, берейді. Маймадыр тағдай, мадыр атты болғаш, келегеннің періктерін, бөгерезін барғаш келген хей ады педік, аз сұра, алдаржан, паштағанашқа ұлу-ұлу жебесінені, қаңда қадашыды көзедім. Үндел бүкішті болды, қолдар очет. Қаңды. Так, я небольшую историю расскажу. 10 лет назад, когда Сергей Георгиевич исполнилось, то есть должно было исполниться 50 лет, ну, команда еще, ну, сперва, конечно, я подумал, что же подарить Сергею Георгиевичу. У Сергея Георгиевича все есть, материально, да. Вот он как раз предложит, надо назвать горы, реки, что-нибудь, географическую местность по идее, откуда род Кучге должна быть. И как раз вот эту гору я первый раз зашел по этому леднику в 1978 году, это сколько? 30, почти 40 лет, да, назад. Вот здесь. Потом я 2 раза сходил, потом в лоб брали, Кончук Мэргани, вот Марьяна Харвард, это 10 лет назад. Все, мы зашли, оформили документы, ну, думали, все уже готово, отправили письмо Сергею Георгиевичу с картой, фотографиями, потом он мне прислал благодарственное письмо, 2 книги отправил. И что оказалось? Парламент наш должен был утвердить. Оказывается, такой личность, который присваивает звание, да, географическому объекту, либо должен быть погибшим, умершим, да. Если он живой, он должен побывать здесь. Понимаете? Ну там изучать, я не знаю, что там он делает. Ну что-то делает, как раз. Но, понимаете, 10 лет прошло, ну неужели будем ждать-то, понимаете, вот самый такой легкий способ. Тогда я встречался с ним, как раз первый раз через год в этом коктейле. Встретился его, говорю, дело такое, вам надо здесь побывать. Он говорит, все, сделаем. Ну, делаем, потом все это позабылось. Юбилей прошло, ну кто что понимает. Сейчас 60 лет
Ну, конечно, сейчас очень сложно ему вот это напомнить. Ну, сейчас я стараюсь каким-то образом, понимаете. А ему сейчас что? Он на скоростной вертолет сел, вот здесь вертолет посадил, вот, да, вот здесь, вот, да? И сфотографировали бы мы его, да, на фоне его. А он вот так посмотрел, вот горный свет, да, здесь вот тренировался, то есть он уже изучил, да, все. Потом написал, и все, ему отправили, да, понимаете, соответственно, туда, в Россию, где вот присваивается гребельские имена, и он получил, понимаете, я даже посчитал, вес вот этого даже посчитал. Ну, здесь ширина там 100 метров, здесь у нас полкилометра. Раз Емельян Сергеевич, вот, и все МЧСники, где военные, вот, все пошли вот туда, да, ну как же, вообще был и ваша гора. И все, кто имеет погону, понимаете, начиная от рядового, да, по маршала. Туристическая Мекка. Да, была бы это туристическая Мекка. И для этой самой Пайдавинского района это было Эльдорадо, да. Вот, видите, такое получилось бы, ну, не знаю. Да, спасибо. Все, дай. Как гора называется? Давайте. Название горы какая? Видите? Маймада, да? Нет. Безымянная гора, высота 3406. А Маймада, вот перевал. Похоже. Гора безымянная, вот почему называем себя Чауда. Прямо с хемчиками чуден, кызмай алтын ақтоптың көстірдегін. Прямо я что это было, да, вот. Ковали атында. Sığ başlı beri almadın da. Jol akşamı acayip bir şey canlı var. Sığ başlı bir yer aldı. Bunda yer aldı. Sığ başlı bir yer. Sejava durul, sejava ol. Пожалуйста, я. Наш ветеран. Оттан жон жоғалап қалыпты. Кезекінің енді сөйле жерігім өңтер жарғым Мадрон Нұрсан Батыштановичі Бомдық солын номның таныштырылғазын жам жаланың ардешкі ұлы өлі жеттіріп түрген жуы дергі бұл номды олзам сілерінің интеллектуалды оғам физический туаларға жүде жол сарығым хамыттан жөні олзам сілерінің күжіңеліні олзымда кейірген ном бәлі таныштырып тұрған менжелі қожу ұлы сонырға білі олзы тыңнап олырып түрген жан өн номдыр жуыдам ізің хевер типографиядан үнгендер жарғам Сілерінің бұл халық тайдырыңарны номны көргеш, қақсы көргеш, оңсаны сілерінің бұл жоғады оңарын тыңна орарға, сілерім онжық солындыр. Сілерім ұлы жетейшкін дейлелгі қылған ұстыр сілерін жеп жоғалар білмен болса. Жүдеп жорам жер бөміздерінің бүгі дептерінге болса жеткеш, тұға жонның өмінезінден ол дептергім Қалаштап, тұға елінің есін көргіскендірсілер, ол жерінің жоңларының болсам, ол жерлерінің жоңларының болсам, оның қыз тұға нағатшаны болсам, көргіскендірсілер, жердамсілер дерім, оран жығам, тұғаның аммен тез жұмаз өлі демей, онжу оқыр, ұлы басымларын болса, қылған ұстырсілерейін. Жек бергім, хамдызындам, тұға төгізіндам сілер, Удыртылғанар білесілерінің командаңар делегейінің ол бүгітеттерінің кезен ол бор. Жек бергім, сілерінің бұл бірді бар, изеп орықтап баған, изіңер біле біздің анияқ өзі орар, соңғыстан жауыр орар салғалдар, оламжылар бар жылу, оламжыларының бетінде жүлдері олар анияқ салғал, моң бұрында көрген жүлін. Сілерінің боттарын команданың
Geçgünlerin botlarından bazılarından olsa bijikpan bu nomunlarda havadan ol boluşkundan sizlerin oronlarını görgen bilgen jülgenni arttırpan jüldi olsa mon sangar tanıjarın o dergam jeleylep çitpes olsa ulu am öncü karengı diyeler. İncep çoğalar men bolsa. Жаңажам sizlerim bu ulu жараш tanıştırılga da жерлей. Онса бүгү талаз белем хаваттан эт херескелиңерде негелеш. Боттарың ар негележам бүгүле жөнө шорук көрүк. Бүгү делегейнин болсам ол типтеринен көргүскөн хаваттан шорук көрүктү болсам бизге таныштырганга жерде конжу улуу сону бир талазынан солун эки талазынан төгүлүктүр бодап турарга. Ам силердин бу etken ormanlarını görmüş, kaska ilişkinde. Şu adamlardan tanışkaş, amenden handım cevap oldu oldum. Ben şeyden gelen içinde birlendik tövbe nomdan Angelişanın ayen jorukçu karut deristek bizning çuvalan çuvası orolcu savacın bakır oldu. Ama o jolayan joruk kılıp joruk şandı olan ben budamı 10 tosbektin egezinde jö ol yeteli heveli kıldır saktı poda oldum. Jek berge jülderge ol güzel bu Asya tipti tanışıp joran yine Avrupa joktu gije. Am tanışıp jorastın bu dıva jonlu görgen. Oң avdıra jortalgazın jortap joror baydalın görgejam elen mungaran Dik hevellik işte men amcam sakты olurdum. Жаңа жол bizning ham şöyle bargaçtın şalam arın yudaşını leziyonda tümler kılgan. Am bu wana sedin jelle gelir yerde salım jayanı olsa barıp çoktur diyen ama o jene sakты olurdum. Men bu joju alap bandırgan. Жаңа ham bugün başlarının bu tanıştırılga olurgaç Bizim onu sizler görüneydim, sizlerin komandаңар. Ол bizim жоғалап тұрған жөзіге düştürüp odarga jülderge şu değdir болып тұрар. Namurot бүгü de ол adı gelir yezi yok. Borda жоғалай jölde бүгü talaz böyle koy botlarının bozay. Bodalların şopun diler etti. Жаңа şınavlı nomның egzemplari Madral Atışanoviç'i Çamdızın dolam katta indirer borç ellemem bodarım bu. Men bodum homda jelergam donda yeng zemlani dodoğan olur ben bodunun bilir tanır ustarım bu langi özör salgalga olsa on utka şınarın bolsa tayt birlep mon soňar bonomnu olsa jelle alga jike tanışıp жаңыз ana sonorga көрүндебес iştince Kiri tanışıp çoğalacır öyle o dergam şınavda demin çoğaladım ama değilerge şeyleterim boda börüngel özkendik nom bijik ben men bilbespen jomu geldi bola o жаңыз bo turizm бүгү diptenne gezip ol hap edik жерlerini olsa minip jaramızlar sizler bu orta jap bodap turun bizдің duan atışetten жаңа жоларга olsam burap boğandalar tanıştırdılar öyle men bodum homda bazajla ben jorda ben жаңа жол номну olsam da koynundirer Onu olacak bizden langi özü var salgal olsa жерle o жетiştir жоғалар olsa onu жоғалay on gelir üyesi sizlerin bu kalıp bağlanışlığının onca uluğdur da bince ünelep duran uluğ öyle jettirdim 자 군lut 대전 정mus kendisi yok atmışıyor. Bir böyle ministerine 나타난 건다고 군년 도구 나가라. 오늘은 더우던 시즌 다인 바이라에서 뒤가 온 손도 비득 당는 거는가 파이는 거는가 또 사람은 제대로 송화들로 서는 얘기는 거는가 스타트는 그 제대로 똑같거든요. 뭔가 약간 비속도 아주 뚜루진 게 나와거든. 러시안 돈도 안 보게 나와. 오늘은 보상보다는 위시에도 오락 가져가면 너도 뭐 죽고서 맞다는 거 놓아오란 내는 거 가지고 싶어도 안에 싶거든 소았네. 진짜 다 들어가면 가지고 참 나왔다. 지금 돌아왔다. 우리가 가져온 손 혼자는 호다랑 때도 뜨게 있는 가져온 줬어. 얼마 안 제대로 손만 간다 저는 제대로 들어요. 그럼 너랑 내로 오만 나오고 뭐
Ortada film realiste su vardı. Su algaçtım o bedikler töp tuttum. Ben babam aram oldum da bu örümü yaparım töpten. Çıkandım. Ben söz koyam turist böyle söz gücünce de sınavda bu da sezemişler bir ara oldu. Ben bunu yaşıyorum. Yapır o anda seslerin doğmasın. Bakalım da olacak. Kadar nasıl şey. O zaman da Rusya ve Devlet'e doğmasın. Bazen de bu başın bir doğru oldu da. Sırtı var onda. Kok, bilimlik var. Hepsi yerinde. Ondan sonra tavanın doğmasın. Doğası senin. Bazen de bu baş, doğası türlü kasiyet yapar. Ama o da yüzlerle onu tutar astırıyor zaman. Onun çağı doğar. İyi onu bu da koyuyor. Yüzen gelmişinde çok da köyde kovban öskürücü bir şey olsa gerekiyor. Çık aşık olan ama bir çağı var. Polikten diyor. Öyle ama annem törencenin doğra diye bir şey var. Olan ta kaç milyon dünyasında da doğran doğrakçı. Ama izden de İnce ve çok doğrakçı. Doğran tavanın doğra. Tavanın doğra. Biz sistem önümüzde tavanın doğra aldık da var o değil. O çuval verdim diye. Onun için de o Tibet alanı kazanmıştım. Arkadaşlar bir adam aracı kaç eder işte. Fyodor Konikov koyduk. Aynı yoktu. Dalaydı. Bir ama da kanı kanıya. Sorun değil. Sağlık işi o şahidi işi ya. Çok kişiler var. Bir kadar o da bir çok şeyler. Ana kadar da mı dalaydı da mı şurada da mı? Ondan Konikov indu vardı diye anlakanın önünde de var. Ünlü Fyodor o Şimdi orang burada bu benim törtümü gelip anlamıştım o var törtümü gibi. Konuda mı var o gibi orang da. Niye onu hangi ya apartman gelmiş ona o çaktı. Onun için bir geç kalmış kızı haptı gördüm. Niye acaba ya? Aman nasıl var? Onun sonra sen apartmanda engelleyeyim de la. Körtün işte sıkma bitti var. Dayılar. Ancak işte tavanın doğru evresin çıkışında az. Şu anda pide diyor. Yerimde bir şey götürüyorum. Şu anda pide diyor koydum. An boğuldu. Ondan nasıl? Kamlardan doğru kayıyor sürdü. Kandı da nasıl? Bu çiğ dedim yapalım. Çıkandı diye bir çıkacak pistet de var der hocam. Porun çaydı porun mereler bu şey zaten bu Tibet'te bu mereler amku ete bu sivilizasyon parustar. Parus sivilizasyon şu da olanlar andik çok olanlar koyu bodatta da harı çok bu topunda bu minutlar geç kapasa da yakız olan. Bizim de bizim kendi ağzından da hacıda amku'nun gizolundan o yüzden kulağım sımıran panci neler bilmiyorum. Ne doğrakta çok var. Ondan da ondan bir şey kanın biz on kanunla toplar kanun çok özür zaten sonra resmen nasıl olsa şuradan hayır yaptı şu arkasında şu kanı. Hani diyorum iyice bakın. Onun için de şimdi onlara biz çocuktan pohtarlık tıraşıyoruz anladın mı? Abi küçüğü bodun oranca yapıyorsa o ki arı babasının on tak pedi bir yere. Pedi var bir yere. Milyon bir şey ya ondan bir 이제 하나 보시는데 뭐 가문에서 기회를 안 봐라. 대 보답들이 있잖아. 보답. 자, 아무로스 빼. 자, 어이. Eşine toyunda fakat çocuk alıp denmez. O çocuk var. Fyodor Konikov. Geografik ofisinin siyasisi olanlar. Ayagrayının ona da 18'inde. O öyle delegat arasında görüm böyle sultanları güzeldir. Karadan görüm. O şişenika. Attı uluk saldıglandı. Attı çara şarnam karandı. Sultana getiren ne güzel. Ben bu şişenik güzel azam geograf putişesin kolhandıraydı. Üstünde badapmıştı tuğamı. Ondan sonra prezident olsa şanay gelene. Putin. Ondan sonra Konikov, Fyodor Konikov tanımında. Körtür derim böyle ben o koncuk putişesini gördü güzel gördü. O da sultanlarla güzel parça değil. Ondan sonra şişeni kaparan güzel. Saldık ya. Bu kara bu kaldı. Su tuğ saldık. Bacım tuğ derler namıntın ana tuğ vermeden ardından. Ona Putin ham tutacıcı derler. Ну, как-то ваш вид, не верится, как-то мне ваш вид не соответствует вашей деятельности. Где-то Fyodor Konikov'u gördüm. Ondan sonra bağıştım, o sevdiğin kadar da $50 bayıcı direği deştim.
Kalırma derge o kişinin der bu soğanla der soğanla o seni çilerken. Ondan can payı 예. çekmedim seni. 근데 우리 연못 우리 하나날 비니스로 어느 것도 그런 거다. 신제보다란다 신고 완전 저렇게 이제보다 그거가 난 답변하나 와이드가 와 있는 답도 하기요. 이거 할까 이거. 어디 그냥 그리고 우리 작은 동스타는 그지 다신데 그지 신데 어디 무트는 에너지가 되죠. 그지 신데 이제는 뭐 비트가 뉴스 비자 먹는다나 온거잖아. 장갑 신고 가도 와서 와서 장갑 빌렸어. 제가 장갑 책도 말에 어제 와서 어디 호주 둘이서 왔어. Benim balıklar kalıptır bu oyunun olur çadır turizmine gidiş şu hatta yine oturup verdiler kanında. Hep çok apartı. Ta ama ince başladım ben hatta da böyle böyle joğalıp tutarken ama başlayıp da yerine başlayıp da ben böyle çadır turizmine öyle gidip böyle canlı çalışmalar. İnce biz ya mincan mıdır bu ama adamlar şoladın orada. Ama hospitalde doktordan biliyor o zaman zaman yok. Peygamber şu adam bir çözecek bu çözüyorsun. Aldan bir çözecek. Zaten ince bir şey aldıklar ya ama ara camda oldu aldıklar camda oldu çocuklar toplum oynuyor böyle. Biz burada burada ben badanı eleyindir burada kıştak öldüm burada ama tezonda şoldan evleş burada kıştak öldüm bu burada turizmler anganılıyorlar. Artık turizm var, sonun turizm var. Ama ben de reşada burada şirket kıştakta şartında burada turizmini gizlidir. Tak incan aşağıda bu anam incan mazar biz 4-5 onluk zorur değil uluslar borç be. Am tettinga aka oldu gerisi oldu aklın soğuğu der şu tajan ham kaca şu ham ona gecede arka da çok soğuğu da kırınca hana köylü hana kovuş verdi raparan. Am biz hatta var aklımda donga bir hani ne göre onu manam spor ve soğuk soğuğar manap durmaz dedi. Am kaca oldu soğuğu ana ama tacıra damla var kura. Am boza bu ama alpinizmde da boza am çadır turizmde da boza mıdıkça am şu tam çok bozmaz götürüyor biz o canım manap bana am bu ya artık aldan ve aldan naştal kaçtım orada geçtik beştiriz ama onu ben am köyde da turistik bakın gitti ben o diğer dakika riskova ne götürüyor ancak çok ezer dalga ne bu konuşuyor taşı gemli geçiyor oldu şu atka oraya aşağıda ol Atın böyle şeyinden dostuna geçti çok da oldu da kan yedi götürüyor daha hana demeye hana çuvallardan cümlede bu daha otukandır memada bakıldığım kadar gerekli paket olsan can bizim de paketin yanına anak başıyız da bu çocuğuna ona o ortur ince öğrettim başka bir de onun böyle şahın yanında bu Orang geliyor orada gezip görüyorum diye bu da hanım on kadar kampalar ince görüyor ustanın öğretkendir. O men tempoda çuvallardan canı vardı ulu tarla vardı çuvallar patı şutun daha kamundu. Am enine vardı çuvalskan canı vardı. Onun vardı bu hanım niye ama kan evde vardı çuvalda tiraj emişti. Yedi vardı vardı bu onu vardı bu Tanrı bozu koşunlarını böyle fülekekalarını böyle şuttuğunu böyle orada çangısta orada yine böyle tanıştır gör ta onu böyle bahane bu anya gösterene turizm bu amçıcı orada kara tarkarak işte bu onun da tadı var ama am bu onu da vasıta buradan yana onu gibi ona am tabii var turizm var hanım bu da hanım ulu targalar rezil yoktur görünüyor tan. Şak bu uluslarını böyle tüke bunlar da örgü dürtürbeş olan tanıdı mırgaya o da doğu hanım ama beş tipten görünüyor ünlük bakmandır ama çok canlı doğu. Uyuyu bozu atmağa Antarktida atmağa o da nerede hanım nu aşağı bekten de uzakta şimdi o da haramdan ben bu üç tavayda kanan icarayla dört tavayda arayla en çoğu bu da hatta azıttan mı da
어디가 다 하나 버터는 다 하나 간다 이렇게 버터 빌려 놓는 아들어 갔다는 그래서는 어제 남자가 강도 버터를 때 하나 버터는 제가 아주 버터는 싫어 잖아 아무 잠도 샷 거간 다 아까는 장을 거다 am tengo 잠도 스타는 아주 들어서 바자 하나 배적을 내가 내가 다 자꾸 없는 거들 들어서 바자 am 갖다 바자대로 배다 다 이제 거는 또 저거 뭐 아마 그냥 매나나 그 어릴 때 이랬다 저럴 때도 이제 한 배배지 아주 계속 하는 하나 가서 그 강조나 아이들 봐 하는 계속은 다가 당되게 이럴 때도 그저 어릴 때 아까부터 배지 안 하는 것처럼 근데 생수된 배지 안 하는 것도 우도봤을 아버지도 좋아하다가 지금 예금 하나 각 드러나더라나 아무 지나가 돼도 어떻게 갈 때는 매가 하나 가라는 시간이 돼서 나 주리에 문다 감철 보다 어떻게 돼서 아무 자식도 봐 하나 자꾸 당도 가지고 unter어도 봐 말로 봤다 때문에 가야지 돼 어떻게 그쪽 살아간 뭐 하면 에다타 뭐 어떤 데는 아무튼 시행 공부지 좀 봐마서 봤다시 저는 뭐 다른 하나가 빠진 암자거다 수단 간자다 아주 진짜 빌릴 어디서는 빌릴 거냐 포스터로다 간자다 아주 그다 마들리 플랜을 잘 알아다르 am 지금도 하면 단지 저 비슷한 거 다르고 살아도는 빌벤들하고 맨수 잘가 야리 되는 이제 그래서 되게 되든 말하다 자, 안 가이는 자. 우리 좀 비슷해. 4 사이트 yalanımızdan. O neden kaçarakçı saytlarını yalanımız. Neden dargavaşka kaç küçük yalan mı? Ya onda Kur'an diye ki tam yeşilde kudu mu oturuyor ya? Saytına göre karız kaçıyor. Kur'an da Мадрон Пакистаныч. Укем деңгелгештің маряга болтының Sözsüz ola konsoldu. O kadar bir şey. Şahanda da o kadar ürük durgan yerler var. Bir orada oturacak. Bir de artık oturacak. Döndür dinlemezsin. Aceden söz seslerinde şunda bas. Şunda dinlersin. O bir onu acılar gayet. Üstün gitmez hamsız. Bizden kayda hoşpan zamanında çok. Hem çok çünkü biz koyuş koyuyorlar. Tabii doyup diyenler var. Deneye diye 한다는 상태를 진득한 여기 제다 인데 저기 누가 문제가있으면 빌려도 안다 다르고 오스가 deney들 숙대는 제다 там гений выбился на час ушел менеджерики что не достало с вами бед оларның там тірші көзінде хереш олай да эмне кол жол истикки туруп истикке гармония ол гармония пончусла гармония телегейле гармония кер ортала 완전 도와줬죠. 아무 다와 보가지고 종간 송간 올때 되기 남 사가게 돼 버리면 올랑 승에서 매수 사가는 부족한데 돌당 하려면 가능한 고비에 좀 숙제 소외돼 줬다 무슨 가는 돌당 하면 모두 프로세스 따라서 다 돌아가고 미나까 모두 그베스 기시에 들으면 üstün sesi yazdı. Bu sargı avron toyun astroş kurgeçti. Am hatta çizikoymuş kedege ki arada dinler yine geçinde çok az bir şahı var. 아직도 그냥 따셔도 두고 샤가 간호 아마 야고 olan konfusi ince de no epes formularla derosa songar hayır öldürür. Songar hayır öldürür. O neki azı var ya. O bundan 누가 있냐. 이제가 본득 전 마포케 그 샤가 호이셔는 öyle. 누가 호이. 자. 시간 근주순대 근스트라 보간다. 아마 얘가 요즘 가비샤고가는 뭔데 보기들 나 돌아서 어려다 때도 버리게 되는데 지 어디 지인들 손 같은 지금 들는데 때문에 표어를 거의 혹등 나든 때도 맨날 저거 하마스들 아산에 저거 하마스들 표어를 이밀리안 겐가 도와인다는 다 펜잡했다 표어를 이밀리안이니까 아크라스 비슷한 도와는 표어를 이밀리안이니까 저 표어를 거의 호들 이제 박사노 치주야 저희들 남자들 표어를 가지고 이밀리안이니까
зарядка болып таңғы халтырда оң жаңы тұрған арамышы чиелісті подай кестіп тұрар. Енді де там бұл жазы таңғы тұрған шалды жүрек білмен. Анжа аштың Федор Емельяненко азы хавалың мағадыр ол. Шағыман қарағат, ташырол айтсам, алдарлы ұстанды бішігілер, елжігенігі алы жолдан егележем. Хана тоғыр, тоғыр мағыролды бізі бішіп отырам. Мен Федор Емельяненко тұрлық. 얘가 뛰어서 들어오시, 온 엄다 세수 애들 아직 근데 왔다고 하지. 만나서도 막걸리 조유다. 오늘 어디 영화다. 막걸리 만나서도 조유. 아까도 와서 난 집에 갔다니. 가야 되니까. Bizim doğanı onları azımızı boruzu da değiştirdiğimiz olsun. Федор Емельяненко станет утром раненько и пойдет махать руками, и пойдет махать ногами Федор Емельяненко. Если зазеваешься, челюстью подавишься, будешь знать, как попадаться, если вышед прогуляться, Федор Емельяненко. Может вырвать он кадр, завязать узлом язык, резко поменять местами уши. Может руку оторвать, в одно место запихать, вот какой мужик России нужен. Может зубы откусить, нос с ртом соединить, вот какой мужик России нужен. Важные начальнички выглядят печальненькие, ведь кремлевских на коврах, в облегающих трусах жжет Емельяненко. Если взял-то взяточку, сразу яйца в смяточку. Ну и если ты взял-то две, получай по голове президентской пяточкой. Кому всунет рот носки, кому выплатит соски, а кто со страху сам напустит лужу. Кому брови удалить, такому шею удлинить, вот какой мужик России нужен. Кому брови удалить, такому шею удлинить, вот какой мужик России нужен. Положение внешнее стало бы успешнее, если прилетит на саммит, заменив костюм трусами Федор Емельяненко. Говорить не стал он бы, языков не знал он бы. Пнул Обаму он ногой, и престиж страны родной сразу же поднял он бы. Берлускони бросил стул, сетка здесь в окно швырнул, а у Меркель искалечил мужа. И мы стали бы тогда сверхдержавой навсегда, вот какой мужик России нужен. И мы стали бы тогда сверхдержавой навсегда, вот какой мужик России нужен. Антыгова розуса, выделение, выгитарный ама, дипломат по полрить ба. 어쩌지가 뭐 일생량도 뭐 반면도 그러고 악만 지나가고 맞으면이라 그리고 이제 보내가 서로 컴포지터들 얼마나 간지를 보도서
oncu möge çön gibi tali osokmuza. Ses kaçta kızın yoğun işi. Sen küçük öğretmesi de kaybeder. Çabanda ikinci onun işine de bolmasa kaygan çıkıp gün bot projede. Menem bu Pakistan'ın üstüne mencelle kanamla. Kaygan hangi olanı geçer bilmesin. Sonra bu köküyle tuğun gidiyor kanca tuğun. Boğuşlarına taşıma çıkıyor var. Hangi bir adam Resul'a şoru kalıp durgan ayırmasam. Onday da olsa men jelle basala alaştan boğunca kızıl hayalarını kızda onu öspüyen. Menen en kelip ünçörajın kazman gara şekberini kazman gara ındık yol. O çıltın alaş orası kazmalı kırın beş uzam çelime gelirler. Ha çeydi var bizim beri oldu. Yani nasıl bir bolgan önce kuy kılamaydı, nar binler kıvancak. Ana kelip kılaştan ömeyken. O kazman gara nü arga çelime görüp kalgandı görüp durga ındık çaraşındık çeriş. Beri çelden görüşü çaraş oldu. Bugün Juskat gördük, geldik, onda izler görüştü ağzı. Ol deri bizim jelin nağından söndürüşüne bakanım ol. Hey adı ham sütte süzü bedeyin ol. Önce aslında başlanış men jeli bu жоғын bu jeli şahın akırak kondırıp bilirim bilim. Жоғын botları sapı çoğalı jeli zöttelim. Böyle o sergoz aşmaşı, o partişanı, sorunu karnı çoğalı jeli. Biz onu çoğalı çoğalı jeli törek rapar orada böyle çoğu jöntte basıyor. Jeliğimizi bu şakası oturuyor. Çünkü bizim düğü dayısı sanayını, bizim üç kırganacağız. Üç yer gidiyor, en küçüğü kırganamaz ol, bizim men kırganacağımın törek kısmını çarşıbaydı kadayı korunduğu Allah aşağı varınca. O çarşıbaydı vadayını kava aytörü ki, kız katını solukları olsun aytörü çoktu soluşlar. Men bolar olacağını kadı, kurağın yanamış, doğu dayısı sanayının dostları olduruldu. Ancak beş boylar çoğalış bir töreler parlıkları bizim devlerini erişir. Gördüler mi cazım? Baştan şuna da bu bugün olsa, şuna bak, bir varın tövgüsünde alır olsa, bir doğar orta olsa, tam taklarının deliğini kırınca olsa baştanı siyse kulkan, bındık işte bu. O cadı kaçında balık olsa tövgü haline atıp paran. Ama şuna da baştanın bu bugün az kılıp ben ayzme boyundan hem bir de tağırı kırda çörükan şu soranın yarım bordu mesela, olur verir bordu mesela, onun sorukların gördüm bordu mesela. Gelip oldu gelip aracı kılıp çok acı kişi oldu. Sınav da çok pişman sözleri yok. Toda kinon sanır koydu aşağı şu kulakları da. Bunlar aslında kaçtı orman gidiyoruz. O gitmeyi güzel çok fazla. Ana bizim çok fazla tekrar buraya inşallah. Ama geldi görmen gözden korkup koyduk da olmadı geçin oldu. Onun için bu kadar düşünüyorlar. Yani o düşündüğü gibi. Ama bu arada çok asıl düşündüğü da hemen İşler pek ama bu diye ama nada bir çetir var telegenin var mucha tiplerin kılacak kılıçlanıyor diye şu anda da toğulda da sıçıyor bu da lan bu çok rahat şu an bu şey iyi tavanla klaşıyor bir şey o diye arkadaşlar veriyor da iyi tavanla da önce o kadar met peçete kadar patlatıyor her ne diye söylüyor o şimdi ben gespato tutuyor önce bu da arkadaşlar o madem dilekçe gidiyor nerede Teleğin ındık beklemeyin tücün oldu. İşte o tücünde de yaşadık. Bir şeyi belirledi, bir şeyin de daha çobancadan pişmemiş. Önce aslında baştan sonra moğoldan ayrı o zaman uğul ki, sen güzel. Şeyle hanım bizim ol. Kancar kadar, babasının oğulları şeyle şanındıra şeyle hanım. Çünkü de salınca ayağını geçiyor, bütün türlü. Kancar kadar. Biz botta tu amsina ben o var. Sen şu kadar da bu ev gidiyor, bu çağ diyor. Burası oldu bizim coran oldu o tam seçer payda. Hiç çeşmen nap, çoğungan nap. Kişi çorgar tutup yolsa kantık da vergeden ay fiile de padardan. Önce aslında bu cesin baştan şey erkek. Sen gelip doğanın bir çağ oldu aslında bir mağdur yer altın duranlar ya. Aşın baban yer çağ yaptırmayın. Ben başta dayanıp bütün dağlar önüne çektirdin ben bunu geceye gidesin bu diye. Ya olan usta. Ya. Ama da bir şey çay yok. Ama yerine şu. Bir de tübeye çay var diyor ramda. Dem ol. Yok ana da